Сегодняшний день для учеников 9 классов особенный. Пробный экзамен покажет, кто действительно получал знания в предыдущие учебные месяцы. В Эльгарской школе номер 2 математику пишут дети из Шошки, Ыба, Пашги и самого райцентра. Сложные задания. Сложные? Правильно. Вы же все знаете, поэтому они сложные. Чтобы вы показали максимально. Удачи! Учителя признаются, для них пробные ОГЭ проходят куда более волнительно, чем для самих школьников. Ведь после следует провести анализ и буквально за несколько месяцев восполнить пробелы в знаниях подопечных. Результаты пробников будут известны уже через неделю. Наверное, то, что КИМы и контрольно-измерительные материалы даются все-таки из года в год в одном направлении. В этом году по математике они почти не изменились. Это позволяет ребятам более глубоко усвоить задания этих контрольно-измерительных материалов, отработать их, и поэтому результаты бывают лучше. Основой четверти уже в апреле эту школу ждет новоселье. Ученики младших классов переедут в отремонтированное здание. Оно досталось учреждению от сельскохозяйственного техникума. Помещение на 300 мест осмотрела правительственная делегация во главе с Сергеем Гапликовым. Здание стало одним из многих примеров переоснащения учебных учреждений в Сыктывдинском районе. Оснащены наши школы и сады робототехникой. Это тоже огромный объем работы, который выполнен за республиканские деньги, за субвенцию, которая нам выделяется. Кроме того, решены проблемы. У нас на сегодня все санузлы, туалеты выглядят уже в современных условиях. Это огромная работа, огромное финансирование. И, конечно же, мы очень рады, что ежегодно республика выделяет деньги, и 50% спортзалов мы уже провели такие капитальные ремонты. В этом корпусе выполнен ремонт электрооборудования, кровли и вентиляции. Всего на восстановление потрачено около 50 миллионов рублей. Еще 35 уйдет на закупку оборудования. Настоящим героем встречи сегодня стал подрядчик. Все работы провел в срок и качественно. Достаточно сжатые сроки, молодцы. Они приступили, вот аукцион прошел где-то май-июнь, с 1 июля они уже приступили к работам. И за этот период, за полгода, мы с вами увидели, в каком состоянии здание. Оно красивое, светлое, чистое, заменены окна, да, полы выложены кафелем, кабинеты очень просторные, большие, где есть не только учебная зона, но и есть возможность установить игровую зону там. Прием зонирования здесь применен в обустройстве многих помещений. В классах сразу за партами будет место для отдыха с мягкой мебелью и игрушками для младшеклассников. А вот, к примеру, столовая, совмещенная с актовым залом. В обеденное время одновременно здесь будут принимать пищу до 180 детей. В праздники собираться сможет еще больше. Для концертов уже закуплены кресла и большая интерактивная доска. Есть в новом здании и лингофонный кабинет на 20 мест. В нем будет проходить обучение иностранным языкам. К слову, подобные классы есть уже во всех школах Сыктывдинского района. Отделение! Равняйсь! Смирно! Мы хотим вам сказать огромное спасибо за это прекрасное здание. 3-4. Спасибо! Увидели здание впервые сегодня и сами школьники. Особенно впечатлились большими спортивными залами и теннисными столами, играть за которыми можно будет в свободное от уроков время. Ремонт корпуса при этом во многом заслуга и самих талантливых детей. Если бы не было лидеров и в юноармейском движении, и в РДШ, молодцы, и в победах на спортивном уровне, и в творческих конкурсах. Вот если бы не было побед, то где-нибудь бы этот объект был в другом районе. Потому что когда вы, это самый главный повод поддерживать тех, кто развивается и что-то делает, и лидеры. Поэтому большое вам спасибо. Не меньше инициативных ребят и в соседней школе, первой. Здесь дети получают и дополнительное образование. Их обучают, например, робототехнике. Младшеклассники готовятся даже к международным соревнованиям. А юные участники российского движения школьников в соседних кабинетах перенимают опыт у старшего поколения, учатся организовывать мероприятия и создавать свои проекты. Именно такие дети, активные и любознательные, сегодня становятся главной причиной вложения средств в обновление и развитие учебных заведений. Любовь Филиппова, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.